Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 10 по 16 февраля 2020 года для тельцов. На колоде Таро посмотрим основные события недели, на колодах Ленорман, отношения, работу, финансы и совет. Сначала основные события недели, то, на чем мы будем концентрироваться, то, что будет забирать больше всего сил. Выпадает карта четверка пентаклей. Теперь достанем 3 карты на отношения для тех, кто в паре, для тех, кто ищет партнера, для тех, кто в ссоре. Теперь достанем карты для работы, для тех, кто работает, для тех, кто ищет работу, и для тех, у кого свое дело. Теперь карту для финансов и совет на неделю тельцам. Итак, сначала посмотрим на основные события. Выпадает четверка пентаклей. Карта говорит о том, что будет всего достаточно в плане материального обеспечения, в плане финансов. Может быть, вот то ценное, что для вас очень важно, это может быть не только деньги, это могут быть отношения, недвижимость, в общем, все, что вы считаете важным и ценным, на этой неделе может прийти к вам в руки. И действительно, может быть, вы много уже вложили в то, чтобы получить как раз вот результаты, которые вот на этой неделе приходят. Также карта говорит о том, что могут быть решены вопросы с недвижимостью, могут быть решены вопросы, может быть, с ремонтом. А если вы накапливали средства на что-то важное для вас, да, тоже вот могут приходить финансы. Также карта говорит о том, что у вас на этой неделе не так много сил для того, чтобы что-то менять. Вам хочется стабилизироваться, вам хочется, может быть, отдохнуть, привести в порядок свою энергию, да, накопить ее. Карта говорит о том, что вы уже, в принципе, достаточно сделали, и сейчас как раз хорошее время для того, чтобы отдохнуть, набраться сил, может быть, даже поправить здоровье для кого-то. Карта очень хорошая, она говорит о стабильности, она говорит о хорошем здоровье. Если даже вы в отношениях не проявляете, может быть, достаточно страсти, это просто потому, что вам нужно, может быть, побыть одному, собраться с мыслями, да, собраться с силами, отдохнуть, выспаться в конце концов. Да. В общем, здесь действительно карта, может быть, излишней концентрации на себе, но она оправдана. Вот нам нужно действительно привыкнуть, может быть, к какому-то новому положению, да, может быть, были какие-то перемены, и было много волнений, были много энергии было потрачено. Вот сейчас пришло время, когда это все нужно снова восстановить, либо чтобы ваша жизнь уже вошла в привычное какое-то русло, в привычную колею, нужно дать себе время на это. Карта говорит о том, что здесь вот у вас все действительно хорошо, и вам, в принципе, ясно, что делать и куда двигаться. В принципе, вы не испытываете никаких проблем, кроме того, что нужно восстановить энергию. Вот, это самое основное. Давайте теперь посмотрим, что у тельцов происходит в отношениях. Сначала для тех, кто в паре. Здесь выпадает карта перекресток. И мы видим на этой карте, что все стороны дороги, они абсолютно одинаковые. Небо тоже все в тучах, непонятно, да, куда лучше пойти. Кажется, в какую бы сторону ни пошел, везде все одно и то же. Но мы точно знаем, что от выбранного направления полностью меняется наша жизнь. То есть получается так, что у нас будет на этой неделе у тех тельцов, которые в отношениях, не просто выбор из 2 каких-то вариантов, а здесь все 4 варианта у нас появляются, да, и либо нужно будет вернуться к тому, что уже было, либо нужно будет выбрать вариант прямо противоположный, да, либо еще какие-то варианты. То есть здесь действительно у нас момент выбора, когда закладывается наша жизнь. И вообще вот эта карта говорит о том, что, может быть, стоит остановиться и подумать, как дальше жить, к чему мы хотим прийти.
Не нужно, может быть, делать слишком поспешный выбор, потому что от него действительно многое зависит. Кроме того, у нас здесь тучи изображены, а тучи – это всегда временное явление. То есть подует ветер, и все разойдется, небо будет снова чистым и прозрачным. И нам уже станет ясно, куда идти дальше. Кроме того, есть вот такие указатели. Допустим, по одной стороне дороги здесь идут столбы, да, по которым натянуты, которые держат провода. И можно предположить, что там какое-то селение, да, уже есть какие-то, значит, возможности, значит, уже есть там цивилизация, помощь и так далее. То есть, может быть, стоит обратить внимание на знаки, которые нам жизнь дает, где нам лучше будет, а где вот совершенно непонятно, что получится. Кроме того, здесь поля изображены с урожаем уже, то есть вызрел урожай. Это говорит о том, что мы, в принципе, создали сами вот эту ситуацию, да, мы пришли вот в это место перекрестка, и нужно действительно уже решать. И от того, что мы решим, вот это как бы наше действие, оно будет иметь далеко идущие последствия. Скорее всего, на целый цикл еще, потому что здесь вот у нас цикл закончен один. Значит, мы сейчас начинаем новый, да, и теперь пока не получится у нас его завершить, мы не сможем от этого решения никуда уйти. То есть нужно быть очень внимательным. Кроме того, тучи, они могут значить наши сомнения, наши проблемы. Когда мы не знаем четко, не видим, куда идти, как жить, как решить вопрос какой-то. То есть, может быть, и в отношениях тоже непонимание. Может быть, в отношениях мы не понимаем, как себя вести с человеком, да, или, может быть, даже что от него требовать, или что от себя требовать в этих отношениях. То есть нужно просто дать себе время. Не нужно делать никаких резких движений, не принимать никаких важных решений в это время. Нужно подождать, когда развеется, да, ситуация, прояснится, и тогда уже четко и ясно будет, что для нас хорошо, что плохо. То есть будет соблазн решить что-то быстро, но не стоит. Лучше подождать. Вот эта карта тоже говорит о том, что нам лучше ждать, отдохнуть, прийти в себя, набраться энергии, и тогда уже все станет на свои места. Теперь для тех тельцов, которые ищут партнера, выпадает карта мыши. Мыши тут совершенно замечательные. Они ничего не портят. Здесь вот изображена норка, и мышка в норку свою принесла яблочко, да, то есть здесь у нас значение этой карты совершенно отличается от привычного. То есть если мы раньше говорили, что мыши это потери, то здесь наоборот приобретение у нас, да, то есть здесь мы тут все в дом. Получается так, что в принципе для мыши вот это яблоко это как бы радость, это то, к чему она стремилась, да. И как раз можно провести такую параллель. Можно действительно найти то, что мы всегда мечтали, то, что нас порадует. Но в данном случае мы будем говорить, что это новое знакомство, да? Тем более яблоко выглядит очень привлекательно, наверняка оно такое же на вкус, да, то есть, значит, действительно человек нам понравится как бы с ним общаться, нам понравится быть вместе, может быть, даже мы в дальнейшем сможем продолжать отношения, потому что как бы мышка тут в домике нарисована, да. Вот. Кроме того, здесь сверху листья, то есть в домике тепло, и, в общем, все условия созданы для того, чтобы все как было как надо. Вот точно так же мы можем чувствовать себя рядом с новым человеком. И яблоко говорит о том, что уже ситуация созрела, то есть действительно пришло время, когда есть возможность для встречи. Но действительно, это человек стабильный будет, это будет человек, который стоит твердо на своих ногах, человек, который уже имеет опыт, может быть, и в отношениях, и в деятельности, да, на него можно положиться. То есть яблочко здесь у нас созрело, точно так же и человек. И вот по этой карте мы тоже можем сказать, что человек состоявшийся, ему тоже хочется уже остановиться, ему хочется домашнего тепла, уюта, и хочется действительно уже дать себе возможность отдохнуть от всех стремлений, от побед и так далее.
А для тех тельцов, которые в ссоре, выпадает карта коса. В этой колоде эта карта тоже очень хорошая. Она здесь изображена только как инструмент, которым мы будем работать. То есть с помощью косы мы будем либо там заготавливать траву для животных, да, либо мы будем урожай собирать. Вот здесь вот для тельцов, которые в ссоре, можно провести такую параллель, что пришло время, наконец, решить назревшие вопросы. И это будет только на благо. Несмотря на то, что, может быть, будут острые какие-то ситуации, их все-таки нужно будет пройти, но результат будет хороший. Результат будет как раз вот тот, какой вы хотите, потому что здесь вот у нас пара изображена, да, то есть один человек инициативу проявляет, он готов взять на себя ответственность, он готов начать разговор и так далее, другой более пассивный, но тем не менее результат общий получится. И на картинке мы здесь что видим? Что люди на возвышенности стоят, да, то есть как бы получается повысить энергию до нужного уровня, решить все вопросы нужные, важные. Здесь у нас изображено как бы какой-то, ну, то ли поселок, в общем, там, где люди живут, да, то есть получается, что от всех житейских вопросов можно уйти, да, и посвятить внимание только отношениям, то есть решить вопрос с отношениями, а остальные вопросы уже решатся автоматически, сами собой. И эта неделя замечательная, как раз очень подходящая для этого. Давайте теперь посмотрим, что ждет тельцов в работе. Здесь у нас для тех, кто уже имеет работу, выпадает карта «Кольцо». И она говорит о том, что, скорее всего, будет предложен какой-то проект, с которого потом невозможно будет выйти. Вот смотрите, здесь у нас такой крючок на кольце, да, у кольца есть, как бы оно не сплошное, есть возможность как бы войти вот в этот виток. Если мы, допустим, на что-то соглашаемся на этой неделе, мы должны понимать, что пока мы не доведем это до конца, мы не сможем из этого выйти. То есть обратного хода нет. И, скорее всего, придется проявить какую-то энергию, да, придется проявить силу воли, потрудиться. Здесь действительно много нужно будет усилий. Но, с другой стороны, стоит начать, и процесс как бы закрутит нас, да, то есть все будет происходить само собой. Может быть какое-то соглашение, может быть какой-то проект, может быть новое предложение, допустим, должность, да, вот новый виток, то есть виток в карьере, допустим, да, может быть вполне здесь изменение такое. И если мы соглашаемся на что-то на этой неделе, в дальнейшем мы уже как бы ставим себя уже вот в то положение, к которому мы стремились, может быть, долгое время, да, и из этого уже нельзя выйти. То есть ответственность взяли на себя, все, нужно уже как бы что-то с этим делать, да, нужно удерживать позиции, нужно доказывать то, что мы действительно можем вот эту ответственность удержать. А теперь для тех тельцов, которые ищут работу, выпадает карта «Гроб». Причем здесь гроб нарисован стоящим, да, здесь по сути просто идет перемена, да, то есть никаких как бы сложностей особых нет, но, во-первых, могут быть задержки, во-вторых, может быть переоценка ситуации, может быть мы задумаемся, тем ли делом мы занимаемся или нет, прежде чем что-то другое новое искать, мы подумаем вообще, чего мы хотим. То есть здесь вот карта такой трансформации. Мы, может быть, не хотим уже больше заниматься теми делами, которые раньше нам были привычны. Может быть, хотим что-то совершенно новое, хотим вообще как бы прикрыть уже вот эту сферу деятельности, но надо не забывать, что опыт все равно остается с нами, да, то есть мы можем, в принципе, то, чему мы научились, мы можем просто в новую область направить, и все. То есть здесь не нужно отказываться полностью от того опыта, который мы уже получили. То есть хорошенечко нужно все обдумать, нужно подумать о новом виде деятельности, где бы мы могли применить свой вот старый опыт. А теперь для тех тельцов, которые своим делом заняты, выпадает карта башня. Замечательная карта, которая говорит и о достижениях, о новых, о решении любых вопросов с властью, с государственными какими-то структурами, получение документов, заключение договоров. В общем, все, что было для нас высоко, да, куда мы стремились, в том числе и доходы, мы здесь можем получить. Давайте посмотрим финансы.
финансы для Тельцов на эту неделю. Здесь выпадает карта звезды. Замечательная возможность получать денежки сразу из нескольких источников, привлекать внимание к себе, да, то есть здесь могут быть какие-то награды, выигрыши, здесь могут быть какие-то призы. Действительно, финансы, они будут отображать то, какой мы профессионал. Да, действительно, мы получаем на этой неделе то, чего заслуживаем. А теперь совет. Совет для тельцов. Выпадает карта букет. Карта говорит о том, что нужно обращать внимание не только на работу, не только на какие-то задачи, нужно обращать внимание на красивое, нужно окружать себя уютом, красотой, давать себе возможность отдохнуть, давать себе возможность расслабиться. Вот у нас эта карта тоже об этом говорит. То есть не всегда нужно работать, нужно когда-то и потратить деньги, нужно когда-то набраться сил, отдохнуть, посвятить время отношениям, сделать подарок любимому человеку, сказать какие-то приятные, добрые слова. В конце концов, просто заметить, что вокруг нас красивого, заняться красотой своей внешностью, одеждой и так далее. То есть, действительно, это очень важно для тельцов на этой неделе. Друзья, желаю прекрасного времяпровождения. Желаю, чтобы все вопросы ваши решались легко и просто. Всего вам доброго. До новых встреч.